Добрый день, коллеги. Я прошу прощения за задержку трансляции по техническим причинам. Пришлось немножечко перенести наш вебинар. Итак, я рада приветствовать вас. Меня слышно, видно, да? Здравствуйте еще раз. Итак, пока загружается презентация, я позволю себе начать. Итак, одним из важнейших вопросов как для психологов, так и для педагогики является вопрос о роли духовности, нравственности, спасибо, в общей структуре личности. И фактически, согласно нашей с вами профессиональной деятельности, мы понимаем, что духовно-нравственные ценности, они в любом случае формируются и прививаются, в том числе и посредством урочной деятельности. Более того, наличие духовно-нравственной составляющей в человеке с точки зрения вообще антропологии науки позволяет говорить о нем как о личности. То есть вот эта духовно-нравственная составляющая. У нас с вами есть целая программа воспитания, которая направлена на формирование духовно-нравственных ценностей. Кроме того, у нас с вами есть и составляющие, которые позволяют фактически формировать так или иначе нашу с вами личность через урочную деятельность. И в этой связи презентацию видно, да? Ага, хорошо. Если у кого-то, коллеги, нет видео, спасибо. Если у кого-то нет видео или звука, то, соответственно, вы можете попробовать перезапуститься, и тогда все будет работать в доступном режиме. Итак, становление каждого из перечисленных компонентов, то есть и духовности, и нравственности, как структуры личности, должно обеспечиваться всей системой образования. Но лишь на уровне общего образования они могут быть представлены наиболее полно и целостно, потому что общее образование позволяет нам формировать личность. Итак, именно в содержании общего образования каждому из компонентов и духовности, и нравственности уделяется особый блок, включающий в систему двояко. Во-первых, в качестве отдельного учебного предмета, либо курса, либо дисциплины. А во-вторых, в качестве так называемой сквозной составляющей, включаемой отдельными своими частями во все остальные учебные предметы с учетом их специфики. Также есть различные факультативные курсы, профессиональные подготовки, переподготовки и так далее, которые проходятся даже в рамках семейного воспитания. Кроме того, вы видите, что у нас есть с вами и воспитание посредством массовой информации, потому что действительно наши с вами дети – это… Фактически мы говорим о том, что наши с вами дети – это дети 21 века, которые постоянно живут в пространстве интернета, так или иначе в пространстве информационного поля, единого для всех, да, и, соответственно, они на всех уровнях, мы неоднократно об этом говорили, что дети должны уметь анализировать, интерпретировать информацию и так или иначе ее выдавать. Посмотрите, требования по созданию такой разветвленной структуры основаны на следующих позициях. Вот в идеале вот оно, духовно-нравственное воспитание в содержании образования. Итак, во-первых, первая позиция – это ориентация детей на нравственные ценности. В данном случае мы говорим про дифференциацию содержания духовно-нравственного воспитания, которое диктуется светским характером современного российского государства, школы, многонациональным и многоконфессиональным характером общества, а также значительным различием детей по уровню развития духовно-нравственной культуры. В связи с этим необходимо, конечно, обязательный системообразующий базовый курс, направленный на развитие нравственной культуры обучающихся. И поскольку культура российского общества на протяжении более чем тысячелетия формировалась под воздействием фактически разных течений, веяний и так далее, в том числе и культур, то, соответственно, есть различные интерпретации. Подобно фактически вторая компонента – это информационный компонент.
Мы говорим здесь это то есть те знания, которые получают обучающиеся по основным предметам в школе, и каким образом они дальше его несут, перерабатывают, принимают к себе, да, как личностный результат. Далее, это, конечно же, компонент нравственного научения по материалам полученной информации духовного содержания, а также на материале собственного житейского опыта, в котором обучающиеся учат вычленять проявления и духовного мира и так далее. Дальше мы говорим о том, что это и деятельностный компонент, потому что, или так называемый комплекс добрых дел, в который мы с вами регулярно вовлекаем обучающихся так или иначе, и система наставничества, которая разработана и действует, и фактически РДШ, Российское движение школьников, и различные акции и копилки добрых дел и так далее, которые фактически очень часто, к которым привлекаются в том числе и дети. Поэтому мы говорим о том, что необходимо регулярно напоминать нашим с вами детям и о том культурном пласте, том культурном наследии, которое передают нам предки из поколения в поколение, потому что действительно мы страна с многовековой традицией, и я тут вам, собственно, как историк, могу говорить о том, что действительно, собственно, в очередной раз повторить, правильно будет сказать, о том, что действительно пласт знаний и тот культурный пласт, который нам достался от наших с вами предков, к сожалению, сейчас так или иначе начинает теряться, и поэтому нужно каким-то образом постоянно детей мотивировать к изучению тех или иных традиций. Коллеги, буквально вчера услышала от одного из обучающихся разговор ребенка с мамой, который говорит: ой, эти древние люди были такие глупые, мы же гораздо умнее их, мама. Вы знаете, меня несколько удивила вообще такая постановка вопроса, и когда мама, спасибо, Вячеслав Алексеевич, мы говорим о том, что когда мама начала его спрашивать: почему ты думаешь, что они глупые? Ну как, они же не знали того, чего знаем мы. Они же не умеют там пользоваться интернетом и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень и очень много вопросов, которые ребенок начал говорить, что вот, мама, но они же вот этого не знают, поэтому они глупее нас. Коллеги, о каком нравственном воспитании мы в данном случае можем говорить, сформированности нравственных ценностей у ребенка, причем это обучающийся такого класса 3-4. Понятно, что где-то сформировано это представление обучающегося, но вряд ли ребенок сам дошел до вот этой вот постулата в своей жизни. Поэтому говорить о том, что наши предки были глупее или умнее нас, можем ли мы так говорить, да? Фактически, если бы не тот пласт знаний, которые они нам передали, то, коллеги, мы бы с вами, не пользовались бы сейчас интернетом, да, то есть, собственно, когда-то там Попов изобрел радиопередачу посредством волны и так далее, поэтому вот обо всем этом необходимо говорить, и в том числе, к сожалению, опять-таки же, все чаще и чаще из уст родителей, я не говорю, что поголовно, но звучит такая фраза: «Я вам ребенка» или «Мы вам ребенка отдали, вот теперь воспитывайте, образовывайте» и так далее. Поэтому в первую очередь в духовно-нравственное воспитание, содержание образования во главе стоят родители и семейное воспитание, потому что, коллеги, первый круг социализации никто не отменял. Семья, друзья. Поэтому если мы ребенку будем говорить, там, прививать, стараться через урочную, через неурочную деятельность, стараться прививать какие-то моральные ценности, духовные ценности, нравственные какие-то компоненты, но при этом это будет идти вразрез с его семейным воспитанием, тогда мы не сможем с вами ничего добиться. Далее, и, конечно же, колоссальный уклон в данном случае — дополнительное образование
бесспорно, но воспитание посредством средств массовой информации, простите за тавтологию. Потому что действительно, особенно сейчас, когда мы находимся в режиме самоизоляции, когда мы находимся в режиме, когда у нас дети предоставлены фактически, если ситуация такая, что родители заняты на работе, а очень многие профессии у нас продолжают работать в условиях карантина и самоизоляции, то, соответственно, родители, то есть дети предоставлены сами себе, и вот этот процесс надо направлять. Почему? Потому что сейчас сеть интернет позволяет детям увидеть и услышать много информации, которая в том числе не предназначена для их ушей. И поэтому мы говорим, что необходимо воспитывать личность, основываясь на следующих принципах. Во-первых, это принцип мировоззренческого убеждения, означающий, что образование должно дать человеку объективную картину основных мировоззренческих компетенций, касающихся прежде всего смысла жизни и тех аргументов, которые обосновывают каждую из этого смысла жизни. Понимание и сознательный выбор концепции. Далее, это принцип универсальности, требующий включения в образовательные программы материалов, ознакомливающих в должных пропорциях и пределах с основными идеологиями, с основными точками зрения. Ну, вы про это знаете лучше меня. Далее, это принцип целостности, предполагающий, кроме выработки мировоззрения и приобретения каких-то там теоретических навыков, развитие чувства совести, привитие норм нравственности и создание вокруг ребенка благоприятной атмосферы для того, чтобы это вот состояние успеха, когда ребенок понимает, что ему необходимо развиваться, двигаться и так далее, и что его при этом поддерживают, и что если что-то случится, то его поддержат, ему помогут. Ну и, конечно же, принцип традиционности, от которого в определенной степени зависит целостность образовательного процесса, поскольку в данном случае соблюдается здоровая консервативность, преемственность в отношении ко всему тому педагогическому наследию, который фактически у нас уже с вами накоплен. К сожалению, за всеми, вы знаете, коллеги, кто из вас закончил исторический факультет, ну или вообще Сыктывкарский государственный университет, тут, наверное, знает такого профессора Василия Павловича Золотарева. Я его ученица, я с гордостью это говорю всегда, потому что действительно человек с мировым именем, не побоюсь этого слова, и он всегда говорил о том, что причем вы сами понимаете, что я закончила там институт, университет, когда уже были и презентации, и КТ компетентности мы формировали, и пользовались там интерактивными досками и так далее, и так далее. Но при этом мы говорим Василий Павлович всегда говорил такие слова. Главное оружие учителя, главное – это его слово. Главные инструменты учителя – это доска и мел. Потому что, посмотрев на современные уроки, а я очень часто посещала по роду деятельности уроки молодых педагогов, ситуация складывается следующим образом. Педагог включает презентацию, либо накачивает включает видео детям, а сам, вот он там или в телефоне, или в смартфоне, или там журнал параллельно заполняет, и все. То есть дети посмотрели, дети что-то там вынесли, что-то не вынесли, и, соответственно, возникают вопросы, а зачем тогда такой учитель и зачем тогда такой урок? Поэтому мы говорим о том, что вот эта целостность, традиционность, она должна быть. Весь накопленный опыт, который идет от наших поколений, он должен передаваться, он должен транслироваться, обобщаться, и мы с вами регулярно должны к нему возвращаться. Почему? По одной простой причине. Эта система просуществовала несколько десятилетий и воспитала выдающихся людей, выдающиеся личности. И поэтому вот традиционность, все новое, я не отрицаю, я сама сейчас пользуюсь платформами, которые созданы были недавно, но тем не менее принцип традиционности никто не отменял. Ну и принцип открытости, требующий трезвого наблюдения и контроля за образовательным процессом со стороны всех заинтересованных лиц, и обучающегося,
и родителей, и педагога. Фактически мы говорим о том, что первые две позиции в построении системы духовно-нравственного воспитания, то есть принцип мировоззренческих убеждений и универсальности, он в рамках содержания образования говорят так о том, что для эффективного нравственного воспитания или образования детей необходимы обязательный системообразующий базовый курс нравственной направленности. Во-вторых, это включение нравственной компоненты в содержание других учебных предметов. Кроме, у нас есть с вами ОРГСЭУ, КНР, но включение нравственной компоненты в все предметы. Вы знаете, недавно студентам колледжа одна моя очень хорошая знакомая преподавательница, студентам колледжа, одного из наших колледжей, которые воспитывают будущую элиту Республики Коми, рассказывала про художника эпохи Возрождения. Когда они сказали, это на картине, тут дословно цитат, «ожиревшая баба». Коллеги, вот в данном случае у меня возникает вопрос. Каким образом воспитывают, во-первых, мужчину, что он может, а это молодой человек сказал, что он может себе позволить, это студент не первого курса колледжа, а уже второго, то есть он прошел школу, и это наша будущая культурная элита Республики Коми. Поэтому мы говорим о том, что это целая культура, а молодое поколение вот так вот пресекает. Либо когда обучающиеся начинают возмущаться тем, что зачем там он нарисовал вот эти свои картины, вот так вот может нарисовать и 3-летний ребенок. Коллеги, у нас мировое наследие лучших, собственно, мы же знакомимся в рамках курса МХК, либо истории, мы ведь знакомимся только с лучшими творениями, признанных гениев своего дела. И когда мы так свободно, наше современное поколение может говорить, это нам не надо, этот вообще, извините меня, недалекий человек, мягко говоря, то, соответственно, возникают вопросы, в том числе и к системе школьного образования, в том числе и даже, наверное, в первую очередь к системе семейного воспитания и к тому, каким образом мы формируем внутри, в объединении, в сообществе все вот эти вот компоненты, которые представлены на слайде, как мы формируем вот эту личность. Да, я согласна, кто-то из коллег написал, просто комментарий ушел чуть выше, о том, что средства массовой информации колоссально вклиниваются в систему духовно-нравственных ценностей. Они заняли, особенно у современной молодежи, просто такую лидирующую позицию, к сожалению. И действительно, мы с вами должны жить в этом пространстве и противопоставлять то самое слово учителя. Каким образом? Мы все с вами прекрасно понимаем, что, опять-таки же, в свое время меня так научил мой педагог, мой учитель истории, Плюснина Людмила Валерьевна, которая говорила, что произошло событие, я сейчас не буду говорить, она не замерла, и мы с ней работаем. Произошло событие в жизни республики, в судьбе республики, и она просто целый урок истории разбирала с нами, тогда еще со школьниками, новостные ленты. И он говорил, давайте проанализируем с точки зрения источника, насколько этот материал достоверен, либо недостоверен, как вы относитесь к тому, либо к другому. Поэтому, коллеги, в данном случае мы говорим о том, что необходимо регулярно уметь анализировать с детьми, в том числе и те средства массовой информации, которые доступны нам. И возвращаясь к одной из компонент, помните, я говорила, использование, те самые воспитания средствами массовой информации, при помощи средств массовой информации. И в данном случае мы будем говорить в том числе и использование ИКТ для духовно-нравственного воспитания. Мы помним о том, что базовые национальные
говорим о том, что в концепции духовно-нравственного развития, воспитания личности гражданина России определены базовые национальные ценности, такие как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд, творчество и так далее. То есть вы их все прекрасно знаете. То есть это те самые базовые национальные ценности, которые лежат в основе духовно-нравственного развития и воспитания школьников и реализуются по основным 3 направлениям, которые представлены на слайде. И в данном случае формирование духовно-нравственной личности можно использовать информационные технологии и даже нужно использовать в 21 веке. Например, особенно сейчас в дистанционной форме уроки, внеклассные мероприятия с использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но в значительной степени повышают и творческий, и интеллектуальный потенциал обучающихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у школьника, у обычного, скажем так, школьника, да, есть дети, которые не замотивированы вообще, в принципе, на процесс обучения, либо не замотивированы в рамках какого-то отдельного предмета, но, тем не менее, у обычного среднестатистического школьника достаточно велики, и поэтому стоит учить его как можно чаще излагать собственные мысли, в том числе и с помощью информационных технологий. В данном формате мы будем с вами понимать, что целью использования таких технологий будет, во-первых, формирование духовно-нравственной культуры и гражданской позиции молодого поколения. И если бы, коллеги, мы с вами своевременно реагировали на те изменения, которые происходят в жизни, наверное, не было бы того страшного, с моей точки зрения, страшного видео, где, помните, наш молодой коллега, педагог, говорит, чтобы вы сдохли своим более возрастным коллегам, что, с моей точки зрения, недопустимо, во-первых, как минимум уважение старших, да, и так далее. Тем не менее, коллеги, кто-то же его воспитал, и в данном случае я не говорю про конкретного человека, я говорю как раз про то самое поколение, про то информационное пространство, в котором мы с вами живем, и поэтому использование и интернета, и ресурсов, и ИКТ, оно должно быть очень и очень ограничено. Ограничено и направлено грамотным педагогом, сопровождающим этот процесс. Вторая цель – это, конечно же, духовное освоение основ русской национальной культуры. Пробуждение интереса к культурному наследию – это то, с чего я начинала. И в этой связи мы говорим о том, что можно, в том числе духовно-нравственные ценности, прививать детям посредством онлайн-режима. То есть различные виртуальные филиалы музеев, библиотек, театров и так далее. Поэтому на сайте, например, Института развития образования в разделе «Методическая помощь в организации дистанционного обучения» или «Методическая поддержка дистанционного обучения», если вы туда зайдете, то, соответственно, вы увидите вкладочку «Учителя», и есть отдельная вкладочка «Досуг и культура». Там и дополнительное образование. Я позволю себе такую вольность в чате скинуть ссылочку, чтобы вы могли посмотреть. Так вот, на этом сайте представлены все досуговые мероприятия, в том числе направленные на воспитание нравственного отношения. То есть, смотрите, там есть и Эрмитаж, и трансляции балетов Большого театра, и виртуальные экскурсии по музеям России, там и Русский музей, и Третьяковка и так далее. Это и Государственный русский музей, это и подборка виртуальных экскурсий, в том числе в Большой театр, и видеогалерея НАСА, и много-много-много чего еще. То есть к чему я это говорю? Мы говорим о том, что фактически
пространство интернета позволяет нам использовать его, если у нас туда дети... Если у нас дети туда уходят, то, соответственно, нужно использовать его качественно. Ну и третья цель – это актуализация работы по духовно-нравственному просвещению. И в данном случае мы говорим о том, что у ребят воспитывается ответственность за развитие собственной личности, формируется установка на непрерывное самообразование. И в данном случае компьютер и интернет являются информационно-обучающим пособием. То есть если мы даем детям задания, например, на поиск информации, подготовку сообщений, рефератов, докладов, то, к сожалению, насколько вы можете со мной не согласиться, но тем не менее, тенденция современного общества говорит о том, что дети готовят, все чаще и чаще готовят презентации либо доклады, используя один сайт. Один ресурс, как правило, это Википедия, который в ряде своих случаев оставляет желать лучшего по качеству представляемой информации, там есть также ошибки и так далее. Ну, то есть сайт развивается, в любом случае они просят сообщать об этих ошибках, но тем не менее дети не подходят критически к осмыслению данной информации. Поэтому давайте детям задания сравнить несколько информационных сайтов, давайте детям задание поиска информации где-то, то есть какие-то проекты образовательные в любом случае. И в данном случае это позволит не только расширять и закреплять полученные знания, но и в значительной степени повышает творческий интеллектуальный потенциал обучающихся и развивает духовную. Мы с вами говорим и о том, что в современных условиях, которая также позволяет пользоваться и приглашать и обучающихся и так далее, и Google и так далее. Кроме того, коллеги, есть различные ресурсы, например, Яндекс учебник, ресурс Я-класс, объединила два ресурса. Издательство, поэтому, коллеги, у нас началась какая-то проблема со связью. Хочу вам анонсировать информацию, что следующее мероприятие в рамках духовно-нравственного воспитания запланировано на конец апреля. Это будет, скорее всего, дистанционный. И Тамара Александровна Ичеткина, руководитель РМО, учителей РКС и УДН КНР. Поэтому всю дополнительную информацию по семинару можно будет увидеть на сайте Института развития образования, поэтому, коллеги, милости просим, все мы будем анонсировать, а сейчас я с вами